Здравствуйте, меня зовут Березкина Юлия Степановна, я ученица 7 класса Терютская СОЖ имени Гагарина Шапкина. Сегодня я вам представлю свою работу, и моя тема — изучение происхождения и развития живых и мертвых языков на примере якутского и эвенского языков. На сегодняшний день изучение родных эвенского и якутского языков находится под угрозой исчезновения. Я решила выяснить возможность возникновения данной проблемы и найти варианты решения. Для раскрытия этой проблемы мной исследовано постепенное вымирание языков, причины их исчезновения. Я выдвинула гипотезу. Как и любой другой язык, эвенский и якутский язык с определенной вероятностью могут стать мертвыми. Также я поставила перед собой цели и задачи. Моя цель — это изучить происхождение и развитие живых и мертвых языков на примере якутского и эвенского языков. Мои задачи: во-первых, это ознакомиться с понятием «мертвый язык», во-вторых, выявить причины и факторы вымирания языков, в-третьих, понять, зачем нужны мертвые языки, и в-четвертых, это выяснить, можно ли оживить мертвый язык и каковы шансы живого языка стать мертвым. При выполнении исследования были использованы два метода. Это аналитический и поисковый. Объектом изучения являются мертвые и живые языки. Предметом исследования работы является использование и участие мертвых и живых языков в жизни современного общества. Что такое мертвый язык? В начале своего исследования я заглянула в словарь, чтобы узнать о значении выражения «мертвый язык». В толковом словаре Ожегова мертвый язык — это язык, вышедший из употребления в качестве средства коммуникации и, как правило, известный лишь в письменных источниках и памятниках. Как и почему умирает язык? Язык исчезает, как только исчезает народ, владеющий этим языком. Такая участь коснулась жителей Тасмании, которых выгнали с территории родной земли. И, во-вторых, люди изучают новые языки, при этом забывают старые. Исчезновение языков наблюдалось во все времена, но наиболее активно это стало проявляться в последние десятилетия. Язык исчезает, как только смерть забирает последнего носителя. По данным ЮНЕСКО, более 50% всех языков находятся под угрозой исчезновения. Важно всегда знать, на каком уровне находится язык. В документе «Жизнеспособность и опасность вымирания языков» ЮНЕСКО определяет 9 критериев оценки состояния языка. Для каждого фактора количество баллов может варьировать от 5 до 0. 5 означает язык безопасности, 4 язык положения вызывает опасения, 3 язык в опасности, и 2 язык находится в серьезной опасности, и 1 язык в критическом состоянии. Перед вами степень сохранности языков ЮНЕСКО. В нем выделены статус, пояснение и примеры языков. Эволюция мертвых языков. Здесь указаны языки, которые эволюционировали в современном мире. В него входят латынь, предок романского языка, османский, который сменил турецкий, старославянский, дал основу нашему русскому, и древнегреческий существует лишь в диалектах. В романские языки входят итальянский, португальский, каталанский, молдавский и так далее. В селе Березовка, где жила и росла моя мама, всего проживает 361 человек, из них 343 разговаривают на родном языке. Почему так много разговаривают на родном языке? Это неудивительно, потому что в школах изучают родной язык и в семьях разговаривают на родном языке. Как видно из таблицы, в нашем районе эвенов говорят немного. Всего по району 7106 жителей, из них эвенов 398. К сожалению, большая часть этого народа разговаривает на другом языке.
Также я провела опрос среди школьников нашей школы, и всего было опрошено 25 учащихся. На вопрос, знают ли они, что такое мертвый язык. Большинство наших учащихся не знают, что такое мертвый язык. Да. И на второй вопрос, может ли ожить мертвый язык, большинство также ответило, что нет, он не может ожить. Также мы спросили вопрос, может ли якутский язык стать мертвым. Большинство ответило, да, может исчезнуть наш родной язык, так как владеют немногие и знают тоже. Может ли исчезнуть тибетский язык? Большинство ответило также, что да, он исчезнет, потому что сейчас численность такого народа очень мало. Хотят ли школьники изучать якутский язык и литературу? Большинство ответило, что да, они бы изучали якутский язык и литературу. В заключение я хочу сказать, что мертвый язык – это язык, не существующий в живом употреблении, но это совсем не означает, что его вообще нет. В некоторых случаях мертвые языки сохраняются в письменной форме и используются для нужд науки, культуры и религии. Например, латынь и древнегреческий. Языки вымирают по разным причинам, основным из них, которых является исчезновение народа, использующего этот язык, и отказ народа от своего родного языка. Если язык признан мертвым, это вовсе не означает, что его нельзя оживить. Живым примером является иврит, который ожил благодаря усилиям группы энтузиастов, желавших возродить в исконный еврейский язык. Якутский язык не умрет в ближайшем будущем, так как есть фактор сохранения языка, такие, например, передача языка из поколения в поколение, абсолютное число говорящих на языке. Но вместе с тем надо отрицать тот факт, что в последние годы возросло число желающих перейти на русскоязычное обучение. Это означает отказ своего родного языка, при этом дать пользу другому. В серьезной ситуации находится ивенский язык. По показателям исследования ивенов Амиконского района, ивенский язык используется старшими поколениями, и то редко не используется при общении с детьми. Перед вами литературу, которую я использовала, и спасибо вам за внимание.